Безусловно, конечно, раз сибирские татары являются мусульманами, то основные важные праздники, которые, опять же, с возрождением ислама в 90-е годы 20-го столетия, естественно, конечно, это основные мусульманские праздники. Это Ураза Байрам, Курбан Байрам, которые отмечаются повсеместно. Но кроме этого есть и, собственно, сибирско-татарские праздники. Среди них я хотела бы назвать такие праздники, как праздники и обряды, наверное, в какой-то степени. Это характерные для сибирских татар. Это, прежде всего, конечно, Амаль. Амаль – это праздник, который проводится в дни весеннего равноденствия, в промежутке, опять же, 22-24 марта, в разных местах по-разному. И это праздник, он связан, опять же, с приходом весны. Когда-то Гумилёва я читала, что для тюрков зима – это время затишья. И, естественно, конечно, что когда приходит весна, начинается новая жизнь. И у разных групп этот праздник проводится по-разному, но чаще всего сценарий таков. То есть рано утром дети, в основном сейчас уже получается, села собираются в одном месте, а потом обходят все дворы и с благопожеланиями в каждом дворе кидают монеты, конфеты, сладости, которые, опять же, собирают с детьми. Ну и, естественно, конечно, с благопожеланием, опять же, хорошего года, кричат «Амаль, Амаль». И дело в том, что если ранее мы говорили по поводу того, что это относится к тоболо-иртышским татарам, но вот, будучи в экспедициях у барабинских татар, в ряде селений я также встречала проведение вот этого праздника Амаль. Амаль или садака еще называют. Садака, ну, это понятно, это традиционно, в принципе, и для поволжских татар, и для сибирских татар, но в значении, опять же, праздника сибирских татар, вот оно является тождественным Амаль. Ну, вот в разных местах называется оно по-разному. Есть такой праздник еще Карга-Путка, который также связан, опять же, с приходом весны, с прилетом первых весенних птиц, скворцов, грачей. Есть еще такой обряд, это пос-сато. То есть, когда уходит лед, то собираются также люди на берегу и кидают куколок, которых изготавливали на уходящие льдины, для того, чтобы вместе с этими льдинами ушли все беды, все напасти, которые могли быть, а было лишь только все светлое и хорошее. Что касается Сабантуя, то Сабантуй, который сейчас уже проводится повсеместно на территории Западной Сибири, это в большей степени, конечно, праздник, который привнесен поволжско-уральскими татарами. Но сейчас он является таким общенациональным и является во многом, конечно, родным и для сибирских татар. Что касается Искер-Джиена, ну, дело в том, что Искер-Джиен – это то мероприятие, куда Бахтияр и многие наши казанские коллеги, ученые приезжают на конференции «Историческая судьба Искера». Вообще Жиена, естественно, конечно, это мероприятие, которое было характерно в большей степени для поволжских татар. Это жиенные праздники. Здесь, когда мы задумывали это мероприятие, мы хотели, это во многом, конечно, новодел, скажем так, вот, выражаясь современным языком, новодел, который необходим, получается, тоже для консолидации во многом народа. Связан он с очень важным объектом для культуры сибирских татар. Это город Сибирь, или иначе более широко известен как Искер. Да? Искер – древнее место, святое место. Это бывшая столица Сибирского ханства. И для того, чтобы данный памятник не исчез, чтобы сохранилась память у сибирских татар об этом месте, об этом объекте, когда-то мы с Луизой Алимчановной Шамсудиновой задумали вот это мероприятие на территории близ этого городища. Началось это с конференции, затем, получается, превратилось уже вот в такой вот праздник Искер-Джиен. То есть во многом, конечно, это мероприятие,
который стремится, опять же, к консолидации сибирского татарского народа вокруг вот этого знакового символа, этого знакового исторического объекта Искера в Сибири. И он задумывался по аналогии с Булгар-Жиеном, который во многом, конечно, тоже является собой такой вот символический объект, который также собирает вокруг себя и сплачивает, опять же, татарскую нацию по эту сторону Урала. А по ту сторону мы задумывались, что это будет Искер-Чен. Во многом, конечно, он оправдал свое вот такое назначение. И ежегодно на это мероприятие приезжают татары не только из ближайших районов, но приезжают и из других областей, где проживают сибирские татары. Приезжают к нам, опять же, тюрки из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Поэтому, естественно, конечно, что во многом, конечно, свою объединяющую функцию данный объект выполнил. В настоящее время на территории как раз вот близ Искера РТО «Наследие» построила мечеть искерскую. Большую заслугу в этом, естественно, конечно, играет активная роль Луизы Алимчановны Шамсудиновой, руководителя данного проекта и данной организации. Поэтому я думаю, что это живое такое дело, то есть праздники, вот эти вот новые дела. То есть получается, что народ живет, у него есть новые объекты, есть историческая память. Поэтому, конечно, это очень важно для татар,